Многих индийцев, планирующих переезд из районов Крайнего Севера, волнует вопрос, сохранится ли при этом размер их пенсии. Чтобы не столкнуться с неожиданными финансовыми сложностями и четко понимать, на какие выплаты можно рассчитывать на новом месте, необходимо заранее разобраться в соответствующих положениях пенсионного законодательства. Ежегодная индексация пенсии в России представляет собой важную федеральную гарантию, установленную законодательством. Если пенсионер полностью выработал необходимый страховой 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин и северный стаж 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях, повышенный размер фиксированной выплаты к его пенсии устанавливается бессрочно. При переезде из северных территорий в другие районы Российской Федерации размер пенсии не уменьшается, а индексации подлежит вся сумма страховой пенсии, включая повышенную фиксированную выплату, установленную заранее выработанный северный стаж. Также переезд из холодного климата не скажется на размере накопительной пенсии. Почему же при переезде из районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей размер пенсии иногда уменьшается? При наличии необходимого страхового и северного стажа жители северных регионов получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Если северный стаж не выработан, но гражданин проживает на Крайнем Севере или приравненных к ним местностях, к его пенсии применяется специальный районный коэффициент. Если такой пенсионер переезжает в район с более низким коэффициентом или покидает пределы северных территорий, выплата может быть уменьшена. О своем переезде пенсионер должен своевременно уведомить социальный фонд. Для этого нужно подать заявление о доставке пенсии по новому адресу и поставить отметку о запросе выплатного отдела, чтобы специалисты фонда смогли перенаправить документы по новому адресу проживания. А выплаты начислялись корректно, с учетом актуального районного коэффициента, региональных льгот и доплат. Подать заявление о доставке пенсии можно через портал госуслуг, МФЦ, в клиентской службе регионального отделения социального фонда или почтовым отправлением.